Добрый день, Виталий Михайлович. Государственный таможенный комитет является одним из ключевых центральных органов государственного управления, который обеспечивает реализацию таможенной политики в Республике Абхазия и много других функций, возложенных в соответствии с законодательством. Несомненно, таможенный комитет играет ключевую роль в формировании показателей доходов государственного бюджета. По итогам прошлого года мы наблюдаем о том, что плановое бюджетное задание, как мы его называем, оно выполнено с превышением, правда с небольшим, но все равно с превышением. Это тоже отмечается ваша работа в этом направлении. Порядка 52% от общего объема собственных доходов республиканского бюджета сегодня составляют таможенные органы, доходы, которые администрируют Государственный таможенный комитет. Это очень важно, это расширяет наше взаимодействие по внешнеэкономической деятельности. Понимаем, что пока у нас импорта гораздо больше, чем экспорта, но все равно тенденция к тому, что импорт наращивается, уже не первый год тоже прослеживается. И поэтому, Виталий Михайлович, хотел бы сегодня пообсуждать с вами итоги деятельности за 2025 год и какие планы намечены на текущий год, 2026. Уважаемый премьер-министр, позвольте доложить вам краткие итоги деятельности Государственного таможенного комитета Республики Абхазия за 2025 год. Экономический блок. Внешняя торговля за 2025 год, общий товарооборот в Республике Абхазия составил 60 миллиардов 500 миллионов рублей, что на 3 миллиарда 400 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 5,9%. Показатели импорта республики в 2025 году выросли на 8,9%, что в денежном выражении составило 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Рост обеспечила поставки продовольственных товаров плюс 19%, машины и оборудование плюс 27%, подакцизных товаров плюс 14% и недрагоценных металлов плюс 6%. Экспорт по итогам 2025 года снизился на 11% и составил 8 миллиардов рублей. Основное снижение связано с падением объемов экспорта по лому черных металлов, текстильной продукции, а также по рыбной муке и рыбному жиру. Внешнеторговый баланс Абхазии имеет отрицательное сальдо, доля экспорта составляет 13%, импорта 87%. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса связано с тем, что многие сферы промышленного производства в республике не представлены, в связи с чем возникает необходимость в импорте недостающих товаров. Как и прежде, основным торговым партнером Республики Абхазия является Российская Федерация, на долю которой пришлось за 2025 год 45 миллиардов 400 миллионов рублей, или 75% от общего объема внешней торговли Абхазии. В ряду основных торговых партнеров Абхазии на втором месте Турция, доля которой в структуре товарооборота республики за 2025 год составляет 7,4%. Таможенные платежи. За отчетный период Государственным таможенным комитетом были приложены все усилия для обеспечения стабильного поступления таможенных платежей в бюджет республики. Объем начисления таможенных платежей за 2025 год по состоянию на 1 января текущего года составил 4 миллиарда 537 миллионов рублей. Плановый показатель в размере 4 миллиарда 501 миллион рублей по начислению таможенных платежей в целом выполнен на 100,8%. Сумма перевыполнения составила 35 миллионов 800 тысяч рублей. При этом, если сравнивать данные показатели с 2024 годом, то наблюдается значительный рост объемов начисленных таможенных платежей, плюс 367 миллионов рублей. Это по сравнению с 2024 годом. Рост начислений обусловлен увеличением объемов импорта, применением новых ставок таможенных пошлин с начала 2025 года, усиление контроля за правильностью декларирования товаров
и применением таможенных ставок, а также мерами по совершенствованию администрирования таможенных платежей. В целом, за 2025 год таможенным комитетом прослеживалась стабильная динамика исполнения установленных показателей. В текущем году нам поставлены новые задачи, и мы нацелены на их качественное и эффективное исполнение. С января 2026 года вступило в силу постановление Кабмина о ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в соответствии с которым, согласно данному постановлению, изменяется база начисления таможенных сборов. Если ранее взимался таможенный сбор в размере 1% от стоимости, то по новому постановлению ставка таможенных сборов фиксированная в размере от 775 рублей до 30 тысяч рублей за декларацию. Указанные изменения сократят сумму доходов по таможенному сбору на порядок 450 миллионов рублей. Учитывая вышеизложенное, ГТК при подготовке прогнозно-плановых показателей по таможенным платежам на 2026 год направил проект в Министерство финансов, Министерство экономики и в Кабмин. Данные проектом были предусмотрены повышение ставок ввозной таможенной пошлины на ряд товаров. Сумма начисления таможенной пошлины по предложенным в проекте ставкам предполагала компенсацию суммы потери по таможенному сбору. Для дальнейшего эффективного исполнения поставленных нам задач нам крайне важна ваша поддержка. При вашей поддержке мы сможем успешно реализовать все поставленные задачи. Хочется сказать о правоохранительном блоке коротко. За 2025 год правоохранительные подразделения Государственного таможенного комитета усилили контроль на границе и внутри страны. Проведено более 50 оперативных и профилактических мероприятий на пунктах пропуска и торговых объектов, а также совместно с МВД и СГБ. За отчетный период выявлено 256 административных правонарушений таможенного законодательства. Пресечены попытки незаконного ввоза табачной и алкогольной продукции, оборудования для майнинга, электронных сигарет и промышленных товаров. В бюджет поступило свыше 8 миллионов рублей штрафов, что в сравнении с предыдущим годом более на 3 миллиона 400 тысяч рублей. Особое внимание уделялось пресечению попыток ввоза на территорию Республики Абхазия наркотических средств и психотропных веществ. В ходе совместных операций на таможенном посту ПСО изъято особо опасных наркотиков и психотропных веществ более 350 граммов наркотических средств и свыше 500 тысяч капсул психотропных препаратов. Такие результаты подтверждают эффективность работы правоохранительных подразделений. Естественно, повышенное внимание уделялось майнинг-аппарату. За этот период было изъято 518 единиц майнинга и 114 комплектующих к ним. Международный блок. За 2025 год Государственным таможенным комитетом была продолжена системная работа по укреплению международного таможенного сотрудничества, прежде всего с Российской Федерацией. Основное внимание было уделено выполнению пунктов программы формирования общего социального и экономического пространства на основе гармонизации законодательства Российской Федерации. С 1 января 2025 года начал применяться новый таможенный кодекс в Республике Абхазия. Для его реализации подготовлено более 157 нормативных актов. Для обеспечения стабильной работы границы в курортный и цитрусовый сезон мы проводим рабочие встречи с коллегами из ФТС. В результате мы получаем на границе стабильность в переезде наших транспортных средств с грузами и прочее. То есть последний, вот прошлый год, позапрошлый год практически особо нет таких заторов, пробок, потому что все мы заблаговременно со своими коллегами это обсуждаем и претворяем в жизнь. То есть для тех грузов, которые идут, для них делаются отдельные линии, вот, зеленый коридор, и они спокойно проезжают без проблем.
То есть, как вот раньше наблюдалось в прошлые годы, в последнее время вот таких проблем не наблюдается. Спасибо, Отар Михайлович. На самом деле, если посмотреть в динамике, начиная с предыдущих лет, условно скажем, за 5 лет предыдущих, то темпы роста поступлений платежей таможенных выросли более чем в 2 раза. Если, к примеру, там вот мы сейчас смотрим показатели, 1 900 000 общий совокупный объем таможенных платежей был в 2020 году, то сегодня это 4,5 миллиарда рублей. И это говорит о том, что совершенствование таможенного администрирования у вас осуществляется на высоком достаточно уровне. Я знаю, что вы занимаетесь в том числе и информационными технологиями, подготавливаете нормативно-правовую базу. Ну и о том, о чем вы сейчас сказали, по опасениям, по потере средств, да, по объему выпадения тех платежей, которые в 2026 году порядок их расчета изменился с процента на абсолютную цифру. Естественно, было бы очень хорошо, если мы сейчас сразу с вами вместе проработаем, подготовим за короткий срок компенсацию этих потерь. Да, в целом получается так, что нагрузка уменьшилась, да, но одновременно нагрузка настолько уменьшилась, что социальные обязательства, другие расходы важные в стране, они могут быть, значит, обеспечены с задержкой. Такого не должно происходить. Как и прежде, стабильность поступлений таможенных платежей должна сохраняться. Вот. И поэтому хочу сказать о том, что таможенный комитет, обеспечивая экономическую безопасность и взаимодействие с коллегами из Российской Федерации, очень тесно в последние годы показывает результаты и сотрудничества на международном фоне, ну и, соответственно, у нас в стране. Поэтому, Отар Михайлович, благодарю. Очень рассчитываю, что текущий год будет не менее результативным и продуктивным, чем предыдущие.